Друзья, добрый день. Это программа «Цена свободы». Я ее ведущий Михаил Серкели. В этой программе мы обсуждаем ту цену, которую мы платим, и наши соседи платят за свободу, за право жить в независимом, суверенном и свободном государстве. И в том числе мы обсуждаем то, какую цену сегодня платит Украина. Мы в значительной степени ориентируем этот продукт и эту программу на аудиторию в Гагаузии, и поэтому приглашаем очень часто в эту программу, если вы обратили внимание, наших собратьев гагаузов, которые живут сегодня в Украине, для того, чтобы узнать, как они себя ощущают, как они переживают этот конфликт. Сегодня в этой передаче мы хотим поговорить и будем говорить с Иваном Капсамун, гагаузом из Украины, уроженцем села Виноградовка, если я правильно помню, Иван меня поправит, и редактором политического отдела газеты «День». Иван, Курчу. Здравствуй. Видишь ли ты меня и слышишь ли ты студию? Здравствуй, Михаил. Вижу, слышу, все хорошо. Иван, вопрос, который я задаю практически всем, кто участвует в этой передаче. Какую цену сегодня платит Украина, с твоей точки зрения, за возможность жить независимо и возможность самостоятельно принимать решения по поводу своего будущего? Цена самая, что ни на есть, потому что это жизни людей. А жизнь, что может быть ценнее, чем жизнь людей, чем независимость и самостоятельность государства и вообще право развиваться людей в собственном государстве, нерушимость их границ и так далее. Все это сегодня разрушается. Самое главное, разрушается на самом деле жизнь человека, когда соседнее государство решило, что она имеет право убивать людей, она имеет право давать обозначения и говорить, кто является украинцами, или же говорить о том, что украинцев вообще не существует, а это один народ с русским, что такого государства, как Украина, не должно быть. Поэтому та цена, которую сегодня платят украинцы, независимо от этнического происхождения в этом государстве, это самое, что ни на есть. Даже десятки тысяч умерших людей, захваченные территории, уничтоженные города. То есть сегодня идет борьба за существование украинцев и за существование их государства. Это проходили многие государства в мире, но сегодня то, что проходит Украина, это ни одна страна в мире сейчас этого не проходит. То есть история сегодня творится в Украине. Я абсолютно согласен с твоим выражением, что Украина сегодня творит историю. Ты, насколько я понимаю, живешь в Украине давно, в Киеве, да, но я не это хотел сказать. То есть с начала конфликта находился в Киеве, и, я так понимаю, Киев не покидал. Скажи, пожалуйста, какие настроения сейчас в Киеве, и вот есть ли какие-то настроения, там, не знаю, сдаться или, наоборот, продолжать войну до последнего, до победного конца? Когда все это началось, 24-го, за широкомасштабную против Украины, я нахожусь в Киеве. Особо было тяжело в первые недели, потому что лично я проживаю в западной части города Киева, а это то направление, откуда, собственно, приближались российские войска. Это запад и северо-запад. С территории Беларуси они заходили. И, как известно, они дошли до пригорода Киева, это Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель. И даже частично они брали под контроль Житомирскую трассу. То есть это от меня буквально 5-7 километров. Все эти бои отсюда были слышны, видны. Прилетало недалеко и от моего дома. То есть, ну, если вот говорить лично от меня, то я, наверное, пережил первую неделю. Это самое жуткое, что было за мою жизнь и за то, что я видел, особенно что касается моей семьи, моей жены, детей, которые я смог отправить из Киева только буквально через 5-6 дней, и приходилось и в подвалах сидеть,
там, спать в ваннах и так далее. То, что переживали на самом деле тысячи украинцев. Это все доводилось пережить. Киев я не покидал. Географически я немного перемещался там ближе к самому Киеву и являюсь до сих пор. Конечно же, ситуация изменилась к лучшему, когда им пришлось убегать. Вот когда это произошло в конце марта, начале апреля, тогда, конечно же, люди начали постепенно возвращаться в город Киев. Михаил, меня слышно, видно? Иван, ты иногда пропадаешь. Я так понимаю, не очень устойчивая связь. Пропадаю. Да, боевые действия, самая крайняя точка, это фактически уже при входе в Киев. Бои проходили на Житомирской трассе, пригород Киева, там Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель и все окружающие села. То есть бои были очень близки. Неделю я находился здесь, и фактически там бои за 7 километров отсюда происходили. Это можно было видеть, слышать. Авиация летала, артиллерия работала и так далее. Потом на определенное время я перебрался ближе к центру, но город Киев я не покидал. Соответственно, я все видел и, скажем так, слышал, что здесь происходило. Когда в конце марта, начале апреля украинским войскам и силам обороны удалось выбить противника из пригорода города и из Киевской области, то, конечно же, Киеву начал возвращаться жизнь постепенно, насколько это возможно, конечно, потому что мы проживаем военное время и находимся в военном положении. Люди постепенно начали возвращаться в город Киев. По поводу обороны города, то могу сказать, что всякие сооружения до сих пор продолжаются. То есть Киев прекрасно понимают, украинцы понимают, что может произойти все что угодно, поэтому работа по укреплению города, обороны города, как, собственно, и границ на северном направлении продолжают укрепляться. Но того определенного жуткого состояния, которое длилось здесь, скажем, первую неделю, две и так далее, его уже нету. Как я сказал, жители города Киев активно уже наблюдаются определенные пробки, налаживается, но не означает, что война ушла. Война продолжается, это все витает в воздухе. Возвращаясь к моему вопросу. Вот 2 месяца войны. Люди не устали? Каково настроение в Украине, в Киеве? Это желание продолжать войну до победного конца или каков предел, по твоим ощущениям? Люди не устали, люди в некоторой степени даже привыкли к войне. Люди привыкают к сиренам, которые периодически звучат в Киеве, они продолжают, и периодически совершаются ракетные удары по городу или по окраинам города, по инфраструктурным объектам, или по их мнению, я имею в виду россиян, военных объектов и так далее. То есть периодически они куда-то бьют, пытаются ударять там и так далее. Не всегда, можно сказать, часто они попадаются в жилые дома и так далее. Это все периодически все еще продолжается в городе. По поводу обороны, конечно же, в городе Киеве население готово к обороне. Усталость от войны, я не скажу, что есть усталость, есть просто понимание, что идет война за выживание. И эта война сейчас, да, она переместилась на восток и юг Украины, но большинство населения прекрасно понимает, что русские пришли сюда уничтожать украинцев. Поэтому пока не будет выиграна эта война, пока не будет освобождена украинская территория, украинцы не будут сдаваться. Это уже однозначно. Нету такого настроения, что вот что-то закончится, все это пройдет. Возможно, такие настроения были в первые недели, но сегодня, когда уже пошел 3-й месяц, эти настроения уже, скажем, идут к тому пониманию, что
это борьба надолго. Конечно, хочется, чтобы это все закончилось, но такие войны с таким масштабом, с таким агрессором, они не могут закончиться очень быстро. Другой вопрос. Была слышна идея о том, что Украина должна готовиться к тому, чтобы жить как тот же Израиль, допустим, да, рядом с агрессивным соседом, который, в принципе, да, мы знаем, что Израиль окружен соседями, которые не признают право Израиля на существование. С Украиной повторяется примерно та же самая ситуация. На востоке сосед, большой сосед, который не признает право Украины на существование. Во всяком случае, режим, который сегодня правит Россией, и открыто заявляет о том, что Украина это недогосударство и вообще образована там на землях, которые исторически принадлежат якобы России. Поэтому есть мнение, что Украина должна готовиться к тому, что она будет постоянно находиться под этой угрозой, под угрозой военного вторжения. И поэтому вся оборона Украины должна быть рассчитана на то, что ей постоянно придется отражать эту военную агрессию. Согласен ли ты с этим мнением? И есть ли такое понимание, скажем, распространено ли это мнение в украинском обществе? Сейчас все больше об этом говорят, о том, что действительно эта война, в принципе, надолго, и да, откинуть противника за украинскую территорию. Не факт, что это не возобновится через год, два там, или через 5-10 лет. Если ты помнишь, Михаил говорил, что национальная борьба между украинцами и россиянами. Русские видят действительно независимую Украину, они не считают, что это государство должно существовать. Но украинцы, конечно же, борются за свое существование. Поэтому я скажу так, что на самом деле от полноты выигрыша Украины в этой войне на данном этапе, я имею в виду максимальное нанесение урона нынешнему российскому режиму, то есть уничтожение их армии, уничтожение их экономики. Возможно, что-то удастся сделать немного дальше в информационном плане. Чем глубже это произойдет, тем Украина сможет дальше и больше отодвинуть возможную агрессию и войну со стороны России. К сожалению, как показывает история данной империи, а это все-таки недораспавшаяся до конца империя, она будет нападать на своих соседей. Сегодня это Украина, мы прекрасно знаем, раньше это была Грузия, против Молдовы существует также атака, которая вот даже в эти дни там актуализируется определенным образом через Приднестровье. То есть все соседи будут страдать от той России, которая существует на сегодняшний день. Поэтому на самом деле задача стоит очень глобальная и перед Украиной, и вообще перед цивилизованным миром. Решить вопрос, что делать с такой Россией, которая существует. Или там должен однозначно, как минимум, там должен измениться политический режим, который не будет терроризировать своих соседей, будет терроризировать Украину и даст всем нормально жить. Сами, во всяком случае, они должны превратиться в демократическое государство. Прекрасно понимаем, там журналисты, эксперты, что представить, возможно ли это в России, у меня возникает очень большой вопрос, потому что там население настолько оболванено пропагандой, и действительно можно назвать то, что делает расизмом, потому что они повторяют то, что делали фашисты, то, что делали нацисты. То есть это болезнь российского общества, и с этим надо что-то делать, понимаете? Пока эта проблема не будет решена, конечно, они будут нападать на Украину. И мы должны делать выводы, я думаю, что это однозначно будет сделано. Ну, конечно, минимальная задача сегодня это остановить активную фазу наступления российских войск, это минимальная задача. Следующая задача это откинуть врага с нашей территории. То есть как минимум на территории на 20 февраля, в лучшем случае до границ международно признанных на 1991 год. Ну и максимальная задача это, конечно, то, о чем я говорил,
это решить, что делать с той Россией, которая нависает над соседями на самом деле все. То есть мы знаем, что они махерной дубинкой угрожают не только Украине, а и там западному в мире, миру в том числе. Поэтому это задача для Украины и всего мира. Украинцам однозначно нужно быть готовым к обороне, вооружаться, укрепляться, развивать свою военную промышленность и быть готовым воевать, пока существует нынешняя Россия. После начала конфликта, после начала войны, этой агрессии России против Украины, отношение гагаузов Украины как изменилось? Или, может быть, они изначально были солидарны с Украиной? То есть в этой ситуации гагаузы Украины солидаризируются с Украиной или с Россией? Ну, однозначного какого-то настроения среди гагаузов, конечно же, нету. То есть мы все прекрасно знаем отношения там, гагаузов, начиная вообще, скажем, настроение среди гагаузов во все предыдущие годы. Ввиду там определенных исторических, ментальных, там, информационной пропаганды, причин, которая является такой достаточно особой. Мы сейчас не будем, конечно же, в это вдаваться, но настроения среди гагаузов начали меняться в 2014 году, когда началась уже агрессия России против Украины, потому что уже тогда гагаузы в том числе участвовали в той войне, которая тогда началась, воевали в украинских вооруженных силах и так далее. Ну, конечно же, сегодня, когда после 24-го началась широкомасштабная война против Украины, то даже та информационная пропаганда и те российские каналы, которые влияют на умы гагаузов, в том числе в Украине, то она очень большой вред наносит, но она не может перекрыть те реалии жизни, с которыми столкнулись гагаузы. Потому что многие гагаузы воюют в различных силовых структурах Украины против агрессора. Это и вооруженные силы Украины, это и пограничники, это и Национальная гвардия Украины в рамках МВС, это национальная полиция, то есть различные другие специальные подразделения. Везде есть гагаузы. Естественно, у этих гагаузов есть семьи, есть родные. Все они общаются между собой. И это однозначно влияет на умы гагаузов. Даже по личному кругу общения я могу сказать, что даже те ребята, которые, скажем, придерживались определенных взглядов и смотрели с симпатией на Россию и Путина, часть из них поменяли свое мнение. Они сегодня ярко против выступают всей той агрессии, того расизма, который исходит от Кремля и Москвы. Конечно, ситуация отличается в городах и селах, потому что большинство в городах, они более объективно смотрят на реалии, они больше понимают, что происходит. В селах меньше, потому что гагаузы, которые проживают компактно в юге Одесской области, опять-таки они подвержены российской пропаганде. Но и там постепенно меняются мнения. Я не могу сказать, что кого больше на сегодняшний день. Я скажу просто приблизительно, что, наверное, где-то 50 на 50, где люди, часть которых смотрит на реалии адекватно, а часть которая, к сожалению, продолжает там жить в прошлом и где-то симпатизировать к России. Я думаю, что со временем этот процент симпатизирующих Путину будет падать, потому что реалии будут изменять мнения этих людей. Но в целом, я скажу, Михаил, ситуация не очень хорошая, потому что существуют определенные распри среди гагаузов, действительно и в Фейсбуке, и различных других там соцсетях можно... Ты имеешь в виду гагаузов Украина, да? Да, в том числе. В первую очередь даже я скажу, да. Потому что существуют определенные дискуссии, споры. Это с одной стороны, а с другой стороны, на самом деле в этих спорах все равно постепенно мнение меняется. И я думаю, что мнение с украинских гагаузов будет все больше меняться, и люди будут адекватно смотреть на происходящее в Украине. С Гагаузией ситуация, конечно, другая. Я думаю, ты прекрасно знаешь, что там происходит.
Ну хорошо, вот в этой ситуации была когда-то идея выдвинута еще при табунщике, первом башкане Гагаузии, о том, что Гагаузия, центр гагаузов всего мира, и для этого проводились те самые конгрессы гагаузов всего мира и так далее. Гагаузы Украины — это самое ближе всего к гагаузам Молдовы, да, потому что у нас общая история, мы вместе, скажем, начали колонизировать, наши предки, вернее, да, то есть колонизировать Южную Бессарабию, Буджак. То есть гагаузы Украины к гагаузам Молдовы ближе, чем гагаузы, скажем, той же Греции, Болгарии и так далее. А вот в этих условиях, когда в Украине идет война, значительная часть гагаузов, как ты говоришь, со временем будет солидарна больше с украинской позицией, потому что Украина их страна, они многие там работают. Особенно мы видим различия между позициями вот, культурного слоя гагаузов в Украине и культурного слоя гагаузов здесь, в Молдове. Да? То есть о культурном слое я говорю, это люди, которые, не знаю, там, добились каких-то успехов в политике, в общественной деятельности, в культуре и так далее. То есть там в Украине позиция четкая, да, солидарная с Украиной. И для них однозначно, во всяком случае, те, которые я знаю, Россия агрессор. Здесь ситуация совершенно другая. Вот в этих условиях может ли Гагаузия сохранить вот этот статус центра гагаузов всего мира? Или этот статус немножко подрывается сейчас, с твоей точки зрения? Это есть объективная реальность, потому что, ну, исходя из географических там всяких причин и расселения гагаузов, Гагаузия в составе Республики Молдова, они будут оставаться центром гагаузов, потому что там есть автономия, там наибольшее количество гагаузов в мире проживает. По ряду объективных причин мы никуда не сможем перенести население и территории. То есть центром Гагаузии, всех гагаузов в мире будет оставаться Гагаузия. Ну, украинские гагаузы, это, конечно же, на самом деле часть, скажем, ну, Гагаузии. Просто мы прекрасно знаем, что там в свое время, в советское время, просто границей были все перечеркано, и мы живем сегодня в тех реалиях, в которых мы живем, и должны из этого объективно исходить. Украинские гагаузы являются с точки зрения политической нации украинцами гагаузского происхождения, ну и так, то же самое по отношению в Молдове. Проблема, с моей точки зрения, проблема сегодняшней Гагаузии в составе Республики Молдовы в том, что они не могут сами идентифицироваться, они не могут сами определиться, и исходя из этого подрывается их позиция по поводу того центра всех гагаузов мира. Я слышал, и украинские гагаузы в том числе заявляли о том, что там Гагаузия должна чем-то помочь украинским гагаузам и так далее. Знаешь, Михаил, я скажу так, что Гагаузия сама себе помочь пока не может, к сожалению. Поэтому помогать украинским гагаузам не надо, надо хотя бы солидаризироваться. То есть добрым словом в данном случае, Иван. Понятное дело, что гагаузам Украины не нужна материальная помощь. Там, слава богу, многие живут в Одессе, они нам могут помочь, да, то есть очень многими вещами, да, то есть в данном случае речь шла о добром слове, как ты правильно говоришь, да, солидаризироваться, помочь, высказать слова поддержки. То есть здесь шла не столько о материальной какой-то там гуманитарной помощи, а вот именно о словах поддержки, которых не было, к сожалению. Да, конечно, конечно. Ну, по поводу помощи, я знаю, что в Гагаузии прибывали беженцы с Украины, опять-таки там различного этнического происхождения, гагаузы им помогли и помогают, и за это им огромное спасибо. А вот что касается солидаризации, доброго слова, а я бы даже сказал не просто доброго слова, а просто адекватного отношения к происходящему, отношения к войне. За эти годы следовало бы уже гагаузскому руководству как-то определиться, скажем, в геополитическом плане и смотреть на ситуацию объективно, потому что все эти годы мы там наблюдаем огромную помощь со стороны России, со стороны Турции, но при этом гагаузское руководство и сами большинство гагаузов, они продолжают с огромной симпатией, каким-то упованием смотреть на Россию, которая, кроме как информационной пропаганды и эксплуатации каких-то исторических мифов, ничего не дает Гагаузии.
То есть меня на самом деле больше всего угнетает то, что Гагаузия, она не может самоопределиться, она живет прошлым, она не смотрит в будущее, она не занимается собственным языком, сохранением традиций, опять-таки языка, она не смотрит на мир по-современному, она не смотрит с точки зрения цивилизационных подходов, она находится в некотором анахроническом состоянии. И в этом главная причина, что Гагаузия находится вот в некоторой степени в таком отстающем прошлом, она не стремится в будущее, и, соответственно, она не может сформировать свою позицию. И она в том числе не может, опять-таки, стать центром притяжения для всех остальных гагаузов в мире. Вот я даже скажу больше. Несмотря на то, что сегодня украинские гагаузы находятся в меньшинстве по количеству, я имею в виду, во всем мире, как ни странно, вот то, что сегодня происходит в Украине, оно очень быстро заставляет меняться гагаузов Украины. И может всякое случиться, что ты правильно подчеркнул, что элита украинских гагаузов, она сегодня является прогрессивнее, чем элита самой Гагаузии. То есть меняется отношение оценки реалий и того, что происходит в мире. Но я очень бы не хотел, чтобы мы как-то сильно делили на украинских гагаузов, на молдавских гагаузов. Мы все гагаузы вместе по этническому происхождению. Нам никто ни в Украине, ни в Молдове не мешает развиваться. Пожалуйста, развивайтесь, развивайте определенную там свою культурную автономию в Украине, а тем более развивайте Гагаузию, гагаузьери, которые имеют определенные большие возможности в самой Молдове. Защищайте свои права, выгрызайте эти права дальше. То есть занимайтесь собой. Более того, проводите совместные определенные мероприятия, проводите те вещи, которые бы сближали гагаузов Украины и Молдовы, которые бы просто стремились к развитию и к нормальному сосуществованию. К счастью, в демократическом мире это возможно. А Республика Молдова и Украина стремятся быть демократическими. И это все надо использовать. Это можно очень грамотно все предварять в жизнь. Но, к сожалению, это как бы вот пока не особо происходит. Нас, кстати... С точки зрения почему? Потому что политическая элита не созрела, или, может быть, политическая элита в Гагаузии, имеется в виду в Гагаузии здесь, очень сильно зависит от российского влияния, поддержки, денег, я не знаю. Ты, безусловно, анализировал политическую ситуацию в Гагаузии. Ваша газета «День», по-моему, писала по этому поводу там, не одну статью. Вот с твоей точки зрения, в чем причина? В отсутствии реальных лидеров в самой Гагаузии. Когда гагаузская элита не способна вести за собой народ, а собственно, она следует в некотором степени за тем видением и тем прошлым, в котором застряли большинство гагаузов. То есть элита должна вести общество гагаузское в Республике Молдова. Она должна стремиться к более демократическим и цивилизованным правилам. А получается так, что в течение многих лет все те башканы и лидеры, они понимали, что стоит им только выйти с российским флагом и сказать, что мы с Россией навеки, и победа на выборах им обеспечена. Это был самый легкий путь выигрыша на выборах, и они все это всегда эксплуатировали. Они не были готовы заглянуть за горизонт и предложить гагаузам нечто большее. Сказать, что они следовали за общественным мнением, за общественными настроениями, но не вели гагаузов за собой. То есть в этом вся правда. Конечно. То есть не было лидерства среди самих гагаузов. Ну как, понимаешь, я опять-таки я слежу за всем, что там происходит. Я не могу сказать, что не было там каких-то изменений. Вроде бы внешне некоторые вещи там
меняются, но это лишь внешняя картинка. Может, там каких-то праздников, что это проходит в рамках традиции, как-то оно все стало краше, как-то оно вроде все стало более приятно, все это выглядеть, но коренным образом происходит то, что утрачивается язык и традиции. И вот этот диссонанс, он не может не опечаливать. Именно этими вещами нужно заниматься, не формализмом, а коренным образом менять ситуацию в самой Гагаузии. Знаешь, если бы гагаузские лидеры все-таки больше думали о самих гагаузах, о садиках детских, о школах, о том, чтобы там появлялся гагаузский язык, и делали все от себя зависящее, то и ситуация в Гагаузии бы менялась. То есть само общество бы менялось в своем мнении. Более того, можно было делать все для того, чтобы ограничивать все-таки доступ к Роспропаганде. Почему не развивать собственные телеканалы в Гагаузии? И чтобы действительно там были турецких каналов больше, там, понятно, Республики Молдова и так далее, чтобы люди круглосуточно не находились в нарративах российского мифа прошлого и российской пропаганды. То есть со всех разных сторон, там, в политическом, экономическом плане, информационном плане, особенно гуманитарном плане, тоже есть что исследовать в истории гагаузов. Все это должна была делать гагаузская элита. Они это, по сути дела, не делали или делали, опять-таки, находясь в вот этом прошлом нарративе советского или российского мифа. Иван, последние 2 дня Приднестровье стало главной темой, скажем, и в Украине. И, смотрю, скажем, те блогеры российские, которые на Запад переехали после того, как началась война, и в Молдове, в принципе, главной темой стало Приднестровье. И вот эта эскалация в Приднестровье, те провокации, которые мы видели. С твоей точки зрения, Приднестровье представляет военную угрозу? И для кого? Для Украины или для Молдовы в этой ситуации? Реальной угрозы для Украины или Молдовы, я считаю, Приднестровье не представляет в военном плане. Но для того, чтобы натворить определенной формы дискомфорта и привнести трагедию, это может. То есть, как мы убедились, все, что творит Россия в Украине, она привносит трагедию. То есть решить вопрос глобально она пока не может, и война пока продолжается. То есть мы видим, что они пришли в Киевскую область, Черниговскую, Сумскую, и им отсюда пришлось убежать. Я уверен, что так произойдет в дальнейшем и на юге, и востоке Украины, но для этого еще придется положить много жизней и много трагедий. Вот если эти ребята в Кремле решили, что они вдруг сегодня смогут создать дополнительные проблемы в Приднестровье, они могут попытаться это сделать, они могут разворушить то, что есть в Приднестровье, они даже могут попытаться, возможно, где-то перекинуть десант на территорию Приднестровья, если им это удастся. Но даже если они перекинут туда десант, еще вопрос, остался ли он у них, потому что большую его часть уже перебили в Украине, я имею в виду тех, кто могут... Под Киевом, да, насколько я понимаю? Да, в основном под Киевом, когда их здесь высаживали. Ну и не только, на Востоке тоже частично это происходило. То есть есть ли те подразделения, которые смогли выполнять профессионально необходимую задачу. Даже если мы представим, что они туда закинут свои войска, без сухопутной поддержки данного десанта на территории Приднестровья развинуть какой-то успех не будет возможно. А мы же знаем, что Приднестровье зажато с 2 сторон. Если это произойдет, конечно же, Украина будет предпринимать действия. И, конечно же, я уверен, что Республика Молдова, какие бы ни были у нее вооруженные силы, также не будет сидеть сложа руки. Если они попытаются что-то предпринять, какие-то действия в районе Южной Бессарабии, южной части Одесской области, вот мы видели, что они дважды ударили вчера и сегодня утром по мосту, который проходит через Днестровский лиман. И это единственная железная дорога, по сути, они пытаются разрушить эту инфраструктуру. Если у них есть какие-то планы на Южную Бессарабию,
Я думаю, что тоже это может создать проблемы для Украины, но это не решит их вопросы. Они просто принесут трагедию в этот регион, беду, смерти там, возможно, и так далее. Ну, и найдут свои смерти также и там. Я могу сказать, что за эти более чем 2 месяца Южная Бессарабия тоже достаточно сильно укрепляется Украиной. Там находятся в том числе украинские войска, территориальная оборона, и работает в том числе и ПВО. То есть Украина делает все для того, чтобы защитить свой данный регион. Развить, опять-таки, закинуть туда десант с моря на данную территорию и развить свой успех, не имея сухопутную поддержку с севера, это опять-таки очень сложно. Закинуть десант для чего? Приднестровье они и так контролируют. Для того, чтобы продвигаться с южной части Одесской области в северном направлении в сторону Одессы. То есть, если знаете, рисовать определенные стрелочки, как это любят делать в имперских головах нынешний российский режим, то, скажем так, продвигаться в западном направлении в сторону Приднестровья и в южном направлении Одессы сухопутным путем, и параллельно продвигаться с южной части Одесской области на север в сторону Одессы и Приднестровья. Но это очень сложная операция. У России на сегодняшний день нету подобных сил для ее реализации. Для создания определенных проблем нам и себе они могут попытаться, но в реализации данной операции я не верю в этот успех, что он может реализоваться. Хорошо, но с твоей точки зрения, эти провокации в Приднестровье, какова их цель? Я думаю, что они по-прежнему пытаются все-таки рисовать себе определенные планы. Не так давно, около недели назад, мы знаем, что представители Министерства обороны России, там, вооруженных сил заявили о том, что у них цель завоевать юг Украины и выйти на Приднестровье. Вот мы рассуждаем, и мы с точки зрения здравого смысла понимаем, что реализовать это не удастся, но они, скорее всего, сейчас прощупывают определенную почву, как будет реагировать Молдова, как будет реагировать дальше Украина, вот на то, что, возможно, они попытаются что-то как-то сделать. Провокации, которые с определенными там подрывами в самом Приднестровье, это все проверка почвы на то, как будет реагировать вот обе страны. Ну и для того, чтобы просто создать дополнительный хаос на данной территории, посмотреть, какова будет реакция, ну и поступательно, возможно, дальше вот каким-то образом попытаться реализовать свой план в данном направлении. Потому что мы видим, что там лидер сегодняшнего непризнанного ПМР Приднестровья, они уже заявили, что все эти подрывы на территории Приднестровья якобы осуществляет украинская сторона. Зачем это украинской стороне, никто не может, конечно же, дать ответ. Но вот там об этом заявляют, и это говорит о том, что они двигаются, конечно же, в российском нарративе и будут, скорее всего, выполнять то, что им будут приказывать из Москвы. Но я бы не советовал этого делать, потому что они принесут беду на свою голову, и в военном плане никаких успехов они не добьются. Плюс добавлю еще момент, что однозначно я думаю, что при каких-то возможных теоретическом реализации той операции со стороны России, то Республика Молдова наверняка будет обращаться опять-таки за помощью к Румынии. Это уже страна НАТО, которая тоже не будет сидеть сложа руки. Поэтому России и Приднестровью не светит никакой успех в данном направлении. Иван, спасибо большое за это интервью. Очень ценные мысли и мнения, которые ты высказал. Желаем Украине побыстрее выбраться из этой войны и желательно с победой. И обезопасить себя на долгие годы вперед для того, чтобы не допустить повторения того, что мы видим сегодня. Я благодарю вас за то, что вы были с нами сегодня. Посещайте сайт Нокта, и вы будете в курсе всего, что происходит в Республике Молдова, в Гагаузии и по поводу того, что происходит в Украине сегодня.